Меньше месяца остается до главного политического события страны. 18, 19 и 20 сентября предстоит голосование. Об этом более подробно поговорим в программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Здравствуйте. Азат Булатович, начнем, естественно, с выборов, которые состоятся 18, 19, 20 сентября. Конкретно в Башкортостане какие выборы состоятся? В настоящее время в Республике Башкортостан проходит 39 избирательных кампаний. Конечно, в первую очередь это выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва. Кроме этого, у нас проходят дополнительные выборы в Государственное собрание Курултая Республики Башкортостан по 28-му одномандатному Кизильскому избирательному округу. Также у нас проводятся основные выборы депутатов городского совета города Уфа 6-го созыва, основные выборы двух сельских поселений в Аргазинском и Белорецком районах, а также 34 избирательные кампании по дополнительным выборам в представительные органы местного самоуправления Республики Башкортостан. Азат Булатович, мы уже видим, что агитационная кампания началась, она идет активно, и здесь есть такие вот моменты, где и как кандидаты и партии имеют право представлять свою программу, где могут агитировать, а вот где есть та красная черта, за которую заходить нельзя? Действительно, сейчас наступил ответственный важный момент, это агитационный период у кандидатов избирательных объединений. На самом деле кандидат мог начать проводить агитацию уже с момента выдвижения его в избирательную комиссию. Избирательное объединение могло начинать агитацию с момента принятия решения о выдвижении списка кандидатов также в избирательную комиссию. И кандидат, который был выдвинут в составе избирательного объединения, также мог начать агитацию с момента поступления документов в избирательную комиссию. Что касается агитации в средствах массовой информации, то в соответствии с законодательством агитационный период начинается за 28 дней до дня голосования. С учетом того, что у нас идет 3 дня голосования, 18, 19, 20 сентября, агитационный период в средствах массовой информации начался с 22 августа. Что предполагает перед собой агитационный период и где они могут публиковаться? В первую очередь, конечно же, это государственные, региональные, муниципальные теле- и радиоканалы, печатные издательства, интернет-сетевые издания. Кандидатам, политическим партиям предоставляется эфирное время или печатные площади в равном размере согласно жеребьевке. Что касается тех красных линий, то так называемый день тишины сейчас нет, потому что 3 дня голосования. Поэтому агитационный период в средствах массовой информации, как я уже сказал, начался с 22 августа и заканчивается и должен завершиться до 0 часов 18 сентября. Агитация конкретно в дни голосования 18, 19, 20 сентября запрещена. Какие еще хотел бы отметить важные моменты, где может размещаться информация? Ну, во-первых, мы видим, да, что уже на подъездах, на остановках, в лифтах уже размещаются рекламные плакаты, агитационные материалы кандидатов избирательных объединений. Конечно же, как я уже сказал, они могут быть размещены в средствах массовой информации, использовать интернет-площадки. Важным моментом является то, что все расходы на размещение агитационных материалов должны браться из избирательного фонда кандидата или политической партии. Что касается непосредственно самих формы агитации, это каждая партия или кандидат решает самостоятельно, как в какой степени проводить агитацию. Да? У нас есть кандидаты, которые и политические партии подали заявки, кто-то принимает участие в дебатах, кто-то отказывается от проведения этих агитаций. Кроме того, опять-таки, кандидаты политические партии могут проводить агитацию через публичные мероприятия. То есть собрания, митинги, шествия, это разрешено законодательством. Здесь есть несколько важных моментов. То есть, например, первый момент. Государственные муниципальные органы организации должны оказывать содействие кандидатам и политическим партиям, с тем, чтобы они могли полноценно проводить свою агитацию. И еще один важный момент. Если, скажем, какой-то кандидат или политическая партия получила какое-либо помещение для проведения публичного мероприятия, то другие кандидаты и политические партии также имеют право на получение этого помещения для проведения своей агитации. Вот, наверное, такие основные моменты. Ну и стартовала уже традиционная акция, это «Информ.wy», когда члены комиссии обходят избирателей, приходят в дома. Этот способ по-прежнему остается эффективным для информирования? Вы знаете, да,
В первый раз этот проект заработал в 2023 году, но такой полномасштабный проект он заработал в выборах 2024 году, на выборах президента Российской Федерации. Я напомню, да, суть проекта это в том, что члены участковых комиссий, обходчики посещают квартиры, домохозяйства с тем, чтобы проинформировать избирателей о том, какие проходят выборы, где находится избирательный участок, сверить избирателей, да, может по каким-то тем или иным причинам гражданин только зарегистрировался или снялся с учета, тоже проводит эту сверку. Кроме того, обходчики раздают материалы. Мы каждому обходчику вручили буклеты, рифлеты, где размещается информация о кандидатах в депутаты Государственной Думы, партии, одномандатники. Дальше задачи обходчиков в том числе заключается в том, чтобы уточнить, да, не нуждается ли избиратель в помощи волонтеров на избирательных участках. Вот, особенно это касается лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, также собирают заявки, сведения, может быть, направить избирательную комиссию для голосования на дому. Это тоже важный момент, с тем, чтобы была возможность предоставлена каждому избирателю проголосовать на этих выборах. Сразу возникает вопрос, да, как отличить нашего обходчика. Вот. Понимаем, что достаточно обстановка напряженная, в том числе, скажем, мошенничество и так далее. Каждый обходчик будет приходить в фирменной бейсболке, у него будет фирменная сумка с логотипами выборов. Кроме того, у каждого обходчика будет, естественно, удостоверение и паспорт. И хотел бы обратить внимание, да, уважаемые избиратели, обходчики не будут никакие просить у вас коды, не будут просить заходить в госуслуги. То есть никакой такой информации они не будут просить и не нужно ее предоставлять. Здесь просто идет информирование граждан о том, какие пройдут выборы. И еще один важный момент. Наши обходчики, они не занимаются агитацией. То есть они не будут призывать проголосовать за кого-то или не голосовать. Просто задача проинформировать. И при посещении, скажем, избирателей, пожалуйста, не удивляйтесь, как и в 2024 году будет использоваться мобильное приложение, то есть обходчики будут с мобильными телефонами заходить в мобильное приложение. Это предусмотрено, скажем, с тем, чтобы оптимизировать работу, вот, и будут таким образом эту работу проводить. Всего у нас планируется задействовать более 17 тысяч обходчиков. Вот, этот процесс начался у нас с 20 августа и завершается по 6 сентября. Кроме того, что наши обходчики, посещают по месту жительства, одним из направлений этого проекта заключается в том, что обходчики будут выступать на предприятиях, организациях, учреждениях. Кроме того, с 1 сентября по 6 сентября планируется опять-таки проведение собраний с избирателями по месту учебы в вузах, в колледжах, вот, с тем, чтобы опять-таки проинформировать. Поэтому подытоживая, на самом деле этот проект очень интересный, важный, нужный. Его еще преимущество в том, что непосредственно в ходе личного общения избиратели могут задать вопросы, касающиеся организации избирательного процесса, могут уточнить, могут высказать какие-то пожелания. Вот для этого, конечно, проект «Информвык», я предполагаю, что он действительно весьма эффективный. Несмотря на то, что, конечно, он и трудозатратный, и финансово затратный. Голосование, конечно, продлится 3 дня, но тем не менее, наверняка среди наших телезрителей есть люди, которые будут в отъезде. Вот как можно решить этот вопрос? Действительно, такая ситуация есть. Есть такой механизм, проект, как мобильный избиратель. Он был внедрен в 2017 году вместо открепительных удостоверений. Суть его заключается в том, что избиратель, понимая, что непосредственно в эти 3 дня он не будет находиться на избирательном участке по месту регистрации, он может подать заявление для того, чтобы закрепиться на другом избирательном участке. Эти заявления подаются через госуслуги, либо непосредственно в территориальную или участковую избирательную комиссию, либо в МФЦ. Мы вот сделали сегодня срез, 95, даже 98% заявлений подаются через госуслуги. Наши граждане активно используют этот ресурс и подают заявки. Это достаточно просто сделать. Когда мы заходим в госуслуги, там есть у нас у каждого вкладка «Я избиратель», и в этой вкладке видно, где сейчас находится ваш избирательный участок. И дальше буквально минута занимает времени для того, чтобы подать заявление в другой избирательный участок. Поэтому действительно я обращаю внимание наших жителей с тем, чтобы можно было воспользоваться этим ресурсом. На сегодняшний день поступило порядка 20 тысяч заявлений об этом механизме по мобильному избирателю. Здесь в том числе граждане из других субъектов, которые на эти дни приезжают к нам в республику. И здесь же люди, которые из республики уезжают, там, студенты, вахтовики или просто в командировку, уезжают другие субъекты, и они также могут закрепиться на другом избирательном участке. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста, через госуслугах, и можно воспользоваться этим механизмом.
Азат Булатович, а что касается общественных наблюдателей, наверняка они уже готовятся. Будут ли они присутствовать на избирательных участках и в том числе международные? Ну, во-первых, хотел бы сказать, что каждая политическая партия, каждый кандидат, зарегистрированный на выборах, имеет право подать списки наблюдателей. Это первый момент. Второй момент – обязательно присутствие общественных наблюдателей. Да, в настоящее время общественные наблюдатели сформируются, насколько я понимаю, насколько я знаю, штат общественных наблюдателей, которые будут принимать участие на всех избирательных участках для того, чтобы следить за тем, как проходит ход голосования. Что касается международных наблюдателей, на сегодняшний день пока у нас информации конкретно по нашей республике нет, а в целом Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уже озвучила, что ожидается приезд международных наблюдателей. Ну, из какого количества стран пока не могу сказать, но они ожидаются, и, соответственно, эти наблюдатели будут выезжать субъекты. И я думаю, что, как и на прошлых выборах, к нам тоже приедут наблюдатели международные. Ну и бюллетени наверняка уже начали печатать. На каких языках они будут у нас в Башкортостане? Да, бюллетени уже начали печататься. Это процесс не быстрый, учитывая, что у нас многоуровневая система выборов, как я уже сказал, Госдума и органы местного самоуправления. У нас печатаются бюллетени на русском языке, а также на башкирском и на татарском языках. Значит, количество бюллетеней, которые печатаются на башкирском и татарском языках, это формировалось по заявкам территориальных избирательных комиссий, которые уже на местах знают, какое примерно им нужно количество. Вот, и эти бюллетени будут также размещены на избирательных участках. Итак, голосование продлится 3 дня. Какой бы вы совет дали избирателям для того, чтобы эта процедура голосования прошла у каждого спокойно, без очередей? Как бы вы порекомендовали? Ну, конечно же, я предлагаю, прошу, рекомендую нашим гражданам, жителям Республики Башкортостан найти время, прийти в один из этих 3 дней, проголосовать. Напоминаю, что режим работы участковой избирательной комиссии с 8:00 до 20:00, так что пятница, суббота, воскресенье в любое удобное время. Кроме того, такие есть рекомендации. Можно посмотреть опять-таки на сайте госуслуг, включены ли вы, скажем так, во вкладке «Я избиратель». На самом деле нет, бывают сбои. Вот, и мы видим, что иногда у избирателя появляется такая надпись, что ваша фамилия не сопоставлена с регистром избирателей. На самом деле в этом ничего страшного нет, потому что на избирательном участке вы в списках избирателей будете. Вместе с тем вы можете эту, скажем так, эту неточность устранить путем подачи обращения в избирательную комиссию, причем никуда не надо ходить, в электронном варианте отправляется, и территориальные избирательные комиссии в автоматическом режиме уточняют данные и вносят изменения. Вот. Но даже если вы это не сделаете, то опять-таки в этом никакой трагедии нет, потому что когда вы придете на избирательный участок, у вас по вашему паспорту вы можете проверить свои списки избирателей. Единственное, вот этот момент, если вдруг идет какой-то на госуслугах, какой-то, скажем так, вы видите, что появляется какая-то предупреждающая надпись, она не позволит воспользоваться мобильным избирателем. То есть вот для тех, кто идет мобильный избиратель, тем, конечно, да, который хочет уехать в другой субъект, им обязательно надо эти данные обязательно проанализировать. Ну и, конечно же, надо ознакомиться, опять-таки, с помощью обходчиков, либо самим покопаться в интернете, какие кандидаты идут, да, потому что, понятно, что депутаты Государственной Думы это более информационная кампания идет, но в то же время надо смотреть и в органах местного самоуправления, какие кандидаты, каких политических партий, с тем, чтобы уже понимать и прийти осознанный выбор. Вот таким образом. Азат Булатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о том, как идет подготовка к главному политическому событию страны. Спасибо вам большое. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Азат Галимханов. Это председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.